Всем привет! С вами адвокат Таир Насханов, и я специализируюсь на защите бизнеса. Сегодня я расскажу вам о том, что нужно делать, если у свидетеля взяли подписку о неразглашении данных досудебного расследования. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой YouTube-канал. В последнее время следователи стали часто брать подписку о неразглашении и применять в качестве инструмента давления на адвокатов и их подзащитных. Поэтому стоит обратить внимание на статью 201, часть 2 УПК, где четко определен круг лиц, которые предупреждаются об уголовной ответственности за разглашение данных досудебного расследования по статье 423 Уголовного кодекса. Так, согласно статье 201 части 2 УПК, лицо, осуществляющее досудебное расследование, предупреждает защитника, свидетелей, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, эксперта, специалиста, переводчика, понятых и других лиц, присутствующих при производстве следственных действий, о недопустимости разглашения без его разрешения имеющихся в деле сведений, о чем указанных лиц отбирается подписка с предупреждением об ответственности. Таким образом, подозреваемый и свидетель, имеющий право на защиту, не должны нести ответственность за указанное разглашение, а действия по отбиранию следователями соответствующих расписок у этих участников процесса незаконны и должны быть обжалованы. С вами был адвокат Таир Насханов, и я специализируюсь на защите бизнеса. Если есть вопросы по теме ролика или защиты бизнеса, пишите в комментариях, а я постараюсь ответить на них. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой YouTube-канал.